Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Размер финансовой поддержки районов республики увеличен на 14% с этого года. В Намском районе дан старт году Максима Кировича Амосова. К столетию якутской автономии в Москве пройдет большой праздничный концерт мастеров культуры, а также творческих коллективов из Вилюйского улуса. Размер финансовой поддержки районов республики увеличен на 14% с этого года. Появились новые субсидии на заготовку мяса, овощей, картофеля и зерновых. Об этом сообщил вице-премьер Якутии Михаил Никифоров на итоговом отчете правительства. Средства по 35 тысяч на маточное поголовье до муниципальных районов будут доведены в марте текущего года, сказал он. Субсидии на поголовье коров в сельхозпредприятиях и крестьянских хозяйствах арктических и промышленных районов увеличилось от 35 до 45 тысяч рублей на голову, а на поголовье кобыл с 1,5 до 3 тысяч рублей. Также организованные хозяйства продолжают получать субсидию на молоко в повышенном уровне 50 рублей на килограмм. А как прошел год для оленеводов Тяньского национального наслега? Елена Фаст собрала воедино самые заметные новости села. Один из самых отдаленных наслегов Алекпинского района – Тяньский национальный наслег. Основное занятие – оленеводство. В наслеге 3 родовые общины. В 2021 год они перенесли, можно сказать, нормально, да. Перегон был оленевого стада на другое место. И, в общем, сейчас все оленеводы уже на местах. Как бы после Нового года, да, на местах. И еще как раз идет сейчас коррализация, то есть учет поголовья оленей. Несмотря на отдаленность, и здесь работают по проектам. Один из них – сквер оленеводов. На этот год жители села предусмотрели для себя летний водопровод. Понимаю, да, что значимость этих проектов, да, и у нас, да, активность большая. У нас мы каждый год от населения собираем вклад от населения, и еще есть и неденежный вклад населения, то есть это субботники и помощь по материалу, по стройматериалу. Дорога до села очень сложная. Одна из проблем – узкая, почти колея. Другим путем только летом, по реке. Этот вопрос был обозначен в числе других от тяньцев району. По зимнику есть вопросы, есть по расширению, по отсыпке, такие вопросы есть. Зимняя дорога в этом году проложена вот старым, да, методом, как вот раньше, по той же трассе? По той же трассе, но у нас мы с прошлого года вот разговариваем по расширению. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Далее смотрите брифинг по эпидобстановке. Узнаем, сколько человек заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки и мерах против инфекции. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о текущей эпидобстановке. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике Саха-Якутия характеризуется 32 гражданами республики, это 3-4 от общего количества выявленных случаев, заболевших новой коронавирусной инфекцией, которые госпитализированы в наши медицинские учреждения. В целом за сутки зарегистрировано 950 случаев. За сутки 26,4% новых случаев заболевания зарегистрировано в городе Якутске, в районах 73,6%. Действительно, в городе Якутске обстановка стабилизируется, учитывая оценку санитарно-эпидемиологической ситуации. На настоящий момент готовятся соответствующие изменения в указ главы республики. На 28 февраля 2022 года, на конец февраля, лечение в стационарах у нас получают 8,8% больных, в амбулаторных условиях 91,2%. Все больные, которых мы лечим в амбулаторных условиях, в основном заболевания проходят в легкой форме, что нельзя сказать о больных, которые находятся в стационарах. Необходимо обратить внимание, что большинство находящихся в стационарах связаны со штампом Дельта, который вызывает тяжелые формы заболевания. Все тяжелые случаи заболевания, которые зарегистрированы, они зарегистрированы у невакцинированных больных.
Необходимо обратить внимание, что в республике продолжается как детская вакцинация, так и вакцинация взрослая. Но на настоящий момент достаточно высокий уровень коллективного иммунитета, чуть больше 70% на территории республики зарегистрирован. Это позволяет нам сегодня сохранять достаточно стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку. Несмотря на определенного рода такую вот, может быть, легкое течение прохождения заболевания новой коронавирусной инфекции, необходимо обратить внимание, что основные позиции и основные требования необходимо соблюдать. Они связаны как, соответственно, с масочным режимом, ну и, соответственно, настороженность на острые респираторные вирусные заболевания. У нас на настоящий момент работают все учебные заведения. С 1 марта начинают работать наши учреждения культуры, в связи с чем обращаю внимание все-таки на необходимость соблюдения норм, которые определены указом главы Республики Саха-Якутия. Спасибо. Это был брифинг по эпидобстановке в регионе. Ну а мы идем далее. В Намском районе дан старт году Максима Кировича Амосова. Мероприятие прошло в селе Хатырык, на малой родине выдающегося государственного и политического деятеля. Знаменательное событие началось с возложения цветов и венка к бюсту. В прямом эфире из Москвы с приветственным словом выступили родственники Максима Амосова. Для проведения юбилейного года в 2020 году по указу Исаак Николаевой по распоряжению главы Намского улуса Юрия Слепцова были созданы республиканские и муниципальные комиссии, которые разработали план мероприятий. Если останавливаться на больших, то уже исполнено асфальтирование автодороги от села Намцы до села Хатырык. В селе Намцы начато строительство Дворца культуры и духовности имени Максима Кировича Амосова. Строительство объекта планируется завершить в сентябре этого года. Также в селе Хатырык сейчас начнется строительство многофункционального центра. Идет строительство детского сада на 75 мест. В целом, по исполнению плана юбилейных мероприятий идет хорошими темпами. Весенняя солнечная интерференция проходит на территории республики. Космическое явление может влиять на телесигналы спутников связи, сообщает пресс-служба Мининноваций региона. Отмечается, что расположение Солнца на прямой линии со спутником связи и приемной земной станции длится всего несколько минут в сутки. В Якутии помехи в телеэфире могут происходить от нескольких секунд до 21 минуты ежедневно, вплоть до 13 марта. При этом в пиковые моменты радиотелевизионные станции переходят на прием с резервного спутника. Однако это могут сделать не все телевизоры или приставки, их следует перезагрузить. Если качество изображения не восстановилось, необходимо запустить в меню автопоиск каналов. Это позволит восстановить прием. 15-й съезд женщин Якутии откроется 2 марта. Его проводят один раз в 5 лет. Но в прошлом году из-за пандемии приняли решение перенести форум на 22-й. В течение 3 дней активные общественные деятели обсудят самые главные вопросы, связанные с материнством, о роли женщины в семье и обществе, а также подведут итоги по резолюции, подписанной в 2016 году. В этот раз дискуссионные площадки развернут в онлайн-формате, так смогут принять участие гораздо большее число делегатов со всей республики. И, конечно же, будем уже обсуждать на каждой площадке те проблемы, которые существуют. Мы все прекрасно знаем, очень много сегодня и социальных вопросов, да, которые стоят на повестке, начиная, там, допустим, от ловли собак бездомных и заканчивая нашей пандемией. 3 сложных года мы прожили. И на будущие 5 лет мы будем уже разрабатывать твою тоже программу, резолюцию, обращение до 2027-го, на какие вопросы обратить особое внимание. Власти республики планируют закрыть дефицит учебников по якутскому языку и языкам коренных малочисленных народов Севера в ближайшие 2 года. Как сообщил вице-премьер региона Сергей Местников, в ходе итогового отчета Кабмина цель будет достигнута с помощью реализации новой госпрограммы по сохранению и развитию родных языков. Она действует с прошлого года. Глава республики поставил задачу по сохранению и развитию родных языков и литературы. В течение 2 лет правительство планирует полностью искоренить дефицит необходимых учебников, максимально внедрить цифровые технологии в изучение родных языков. Кроме того, планируется перевод в электронный формат 15-томного толкового словаря якутского языка, создание детского контента на телевидении и интернет-платформах.
Более 7 тысяч воспитанников Дворца творчества детей сейчас занимаются в кружках в очном формате. На традиционную форму доп. Образования в детском учреждении перешли ровно неделю назад, но поэтапно. Сперва открылись танцевальные, вокальные и прикладные кружки. А с сегодняшнего дня дети приходят на кружки английского языка и математики. Очные занятия проводят четко, соблюдая санитарные требования, то есть на каждый кружок допускается максимум 15 детей. Очный формат все-таки очень нужен детям, потому что, наверное, наряду с безопасностью детей надо обязательно смотреть, чтобы у них не ограничивались возможности для развития. Потому что именно в очном формате дети здесь занимаются и не только развиваются, но и учатся общаться с другими детьми, коммуницировать. А это очень полезно затем уже во взрослой жизни. К столетию якутской автономии в Москве состоится большой праздничный концерт мастеров культуры, а также творческих коллективов из Вилюйского улуса. 26 апреля якутяне представят культурную программу в парке Яуза, а 27 апреля на сцене концертного зала Московской консерватории имени Чайковского впервые будет показан фрагмент якутской оперы «Нюргун Ботур» в сопровождении оркестра. Мероприятие приурочено к еще одной юбилейной дате – 130-летию со дня рождения Марка Николаевича Жиркова, первого профессионального композитора из якутян, выпускника Московской консерватории имени Чайковского, музыковеда. В торжествах примут участие более 100 человек, в том числе делегация Вилюйского улуса, Вилюйский народный хор, артисты театра танца имени Сергея Зверева «Кыл-Вола», этногруппа «Аяр-хан» под руководством Альбины Дегтяревой. Мы вчера встречались с руководством консерватории Чайковского, и там уже подготовка идет полным ходом. Это будет наш большой подарок всем якутянам, которые проживают здесь, в городе Москва. В Хангаласском районе соревновались мастера ледовых и снежных дел. Фестиваль по созданию ледовых и снежных скульптур в 11 раз провел этнотуркомплекс «Актем Парк». Последние 5 лет соорганизатором также является и Якутский художественный колледж. В этот раз фестиваль посвятили якутской письменности. Участники должны были изобразить якутские дифтонги и слова. Участие приняли 28 мастеров из районов Якутии. Много именно молодежи, мастеров отсюда именно выросло, можно сказать, да, и уже 10-й, 11-й год пошел уже вообще, да, отсюда все большие наши мастера вышли, здесь все участвовали, и наши ребята тоже, и студенты, и молодые мастера, выпускники каждый год сюда приезжают, с радостью участвуют. Обзор основных событий мы продолжим на канале Якутия 24. Оставайтесь с нами.